Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники архивной службы, иными словами, хранители истории. Профессия кропотливая, где-то рутинная, но, безусловно, важная и ответственная. Кстати, на сегодняшний день объем архивных документов в Ингушетии составляет около 20 тысяч единиц. Марина Муталиева вникала в суть дела. Марина Кусиева работает в Государственной архивной службе Ингушетии 1,5 года. Руководит отделом автоматизированных архивных технологий и научно-справочного аппарата. Марина – специалист в своем деле. У нее большой опыт работы в архивных службах Казахстана. Она работает с документами, представляющими без преувеличения огромную историческую ценность для каждого жителя республики. Сейчас в руках я держу посемейные списки селения Насыркортовского. Это посемейные списки 1886 года. Ежедневная работа с документами многим покажется рутиной, а тот, кто 11 лет своей жизни посвятил архивам, однозначно фанат своей профессии. Я ежедневно знакомлюсь с новыми документами, и абсолютно каждый документ для меня представляет историческую ценность. Архив Ингушетии посещают многочисленные исследователи, так как в них можно найти массу полезной и даже уникальной информации. К примеру, Петимат Акиева, сотрудник научно-исследовательского института Ингушетии, частый гость Госархива. Она приходит сюда, чтобы собрать все сведения об отце в одной книге. Хасолт Акиев – известный ингушский историк, поэт и художник. Я планирую выпустить сборник работ моего отца. И не так давно те его рукописные материалы и опубликованные статьи были переданы на государственное хранение в наш Ингушский государственный архив. И, соответственно, я обратилась сюда, чтобы пополнить эти материалы, обработать их, ну и, соответственно, потом, если у меня все удачно сложится, представить их на суд читателя нашего. Государственный архив Ингушетии функционирует с 1993 года. Жители республики обращаются сюда по разным вопросам. А в последнее время наиболее актуальные запросы генеалогического характера. Люди работают над составлением своей генеалогии, уточняют какие-то сведения, связанные с историей своей семьи и фамилии. И на основе тех документов, которые у нас имеются, мы предоставляем им информацию. И в том числе, если есть в этом необходимость, и архивные справки, и копии. Но назову один из таких наиболее востребованных, скажем так, документов – это посемейные списки населенных пунктов Владикавказского округа 1886 года, а также более в краткой редакции посемейные списки 1864 года. Отдел научных исследований занимается популяризацией истории ингушского народа. Сотрудники службы участвуют в издательских проектах, готовят интересные выставки на основе документальных материалов. Таким образом, подрастающему поколению прививают любовь к истории своего народа. Марина Муталиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.